книги про путешественников, мне хотелось путешествовать. А про спасение мира я тогда, честно говоря, тоже редко думал. Мне хотелось каких-то таких, наверное, более... Вообще мне очень нравилось читать. Наверное, я все детство читал. Каждую неделю по несколько толстых книг. Но если это первая книга нового сериала, то иногда там 8 месяцев, 10, год. А если мне уже сериал понятен, это уже там вторая, третья, там пятая книга, то здесь в среднем 4 месяца пишется одна книга. А помимо написания и чтения, чем вы еще увлекаетесь? Ну, написание и чтение это такие, конечно, главные моменты. Очень много семейных всяких дел. Тоже их сами с собой не рассасываются, тоже приходится что-то делать. Но получается, что, в общем, наверное, работа и хобби, они объединяются во многом. Это очень важно. Знаю, что у вас довольно большая семья. А считаете, что вы свои книги детям и родителям их читаете? Ну, я сам вслух своих книг детям не читаю. Это было бы как-то, не знаю, смешно, что ли. Но я, конечно, болею их детям. И в аудиоверсиях они есть. Мы активно используем аудиоверсии. Потому что до определенного возраста ребенок еще не может читать, или ему тяжело. И я уже понял, что в аудиоверсиях можно там 6, 7, 8 лет уже легко понимать такие книги, как «Чмир», там, «Таня» или «Мир», а глазом, еще года 3 должно пройти, прежде чем человек будет в состоянии прочитать книгу в 400 страниц. Александрович, а есть ли у вас домашние животные? Да, дикое количество домашних животных, но сейчас стало поменьше, но еще несколько месяцев назад у нас было, например, 40 крыс, 2 кошки, 2 собаки, морские свинки, хомяки, птицы. Ну, сейчас осталось тоже там 2 собаки осталось 2 крысы, потому что мы их раздали там с остальных. Так животных всегда много, потому что дети кого-то заводят, и мы им особенно не мешаем, но потом получается, что тот ребенок, который это животное завел, он через какое-то время перестает за ним ухаживать, и это животное становится родительским животным. Ну, это, наверное, абсолютно знакомый сценарий. Ну, у нас много зверей, и как-то мы к ним привыкаем постепенно.